Создавая будущее вместе. Сотрудничество России и Абхазии в области подготовки кадров. Такова тема круглого стола, прошедшего в субботу в Абхазском государственном университете. Само мероприятие приурочено к Международному экономическому форуму «Абхазия. Инвестиции в будущее». В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между АГУ и Сибирским отделением Российской академии наук. Обсуждение актуальных вопросов и выработка современных решений по подготовке высококвалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям российской и абхазской экономик, стало целью встречи. НГТУ совместно с Абхазским госуниверситетом занялись подготовкой из состава своих студентов технонаставников. Эти молодые люди, которые получают в АГУ технологическую специальность, и благодаря подготовке в рамках международных программ технонаставничества, они не только сами глубже погрузились в будущую профессию и получили навыки управления проектными командами, они смогли реализовать эти навыки уже дважды в ходе второго этапа программы, проведя работу со школьниками в 7 районах Абхазии. И охват составил более 700 школьников на сегодняшний день, что считаем достижением определенным. И эта работа, соответственно, по вовлечению школьников в мир науки и технологий будет продолжена. И в рамках проекта мы также обсуждали с Черноморэнерго различные формы сотрудничества для расширения возможностей студентов и школьников, получения знаний и практических навыков инженерных специальностей. Также целью мероприятия стало укрепление партнерства между научно-образовательными и государственными структурами России и Абхазии. АГУ – главная кузница кадров. Подготовка специалистов – долгий и трудоемкий процесс, а образование – это ключевой элемент формирования будущего, отметил первый проектор АГУ Роман Дбар. Уровень подготовки кадров оказывает самое сильное воздействие на все стороны нашей жизни, на экономику, на культуру, на устойчивость нашей республики в конечном счете. И формирование учебных программ, формирование стандартов – это то, над чем сегодня бьется наш университет, который по факту является сосредоточением без каких-либо оговорок интеллектуальной элиты республики. Россия и Абхазия – дружественные страны, между которыми большое взаимодействие в различных сферах, а для дальнейших достижений результатов необходимо продолжать и укреплять такие отношения. Участники отмечали важность проведения подобных мероприятий. В какой-то период десятилетней давности, на протяжении 10 лет, в Московский энергетический институт поступали наши студенты, наши граждане, школьники, вернее, и получили образование, вернулись. Но я за их судьбой слежу, не все смогли себя сегодня реализовать. Кто-то просто ушел из энергетики, занялся другими направлениями, возможности заработать. Это тоже надо учитывать в тех самых взаимоотношениях, которые мы сегодня выстраиваем. Вы, мы и вся остальная экономика должна идти вместе для того, чтобы закрыть эти потребности нашего сегодня того трудового рынка, который у нас есть. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Абхазии в значительной степени зависит от эффективного использования экономического потенциала страны, активизации взаимовыгодного сотрудничества с Россией и ее субъектами. Организаторами мероприятия стали Центр народной дипломатии и Абхазский государственный университет. По итогу круглого стола будет составлена дорожная карта взаимодействия в рамках российско-абхазских образовательных инициатив. Айлита Арутюнян, Ахрамичева, Абхазское телевидение.